сегодня выступил в Совете Федерации Калиматов. Для дагестанцев непривычно звучит фамилия Калиматов. Если бы он был бы Патиматов, Хадижатов, Калиматов, для нас такие фамилии странно звучат. Вот. Что-то зачастили руководители Республик Северного Кавказа в Совет Федерации. Абсолютно бесполезный орган, который не имеет ни денег, ни экономической политики, ни экономистов, ни министров, ни сами законы, только подписывают уже принятые законы в Государственной Думе. Для чего туда едут? Зная это, я внимательно посмотрел, что скажет Калиматов, руководитель Ингушетии, перед Советом Федерации. Когда глава Республики Чечня выступал перед Путиным, он попросил транскавказскую магистраль 1 триллион рублей на то, чтобы соединить Черное и Каспийское море трассой. Представляете, сквозная магистраль. Если бы еще дали бы ему, если бы еще Россия, нижняя часть, была бы перекрещена такой дорогой, представляете, как это вообще можно было бы? И теперь мне интересно было Калимату что попросить. Калиматов говорит, у нас Дом культуры, говорит, 1972 года, все мероприятия там проводят, Дом культуры. У них столица построена только что Назран. Вы знаете, наверное, Россия сказала, не вмешивайтесь в этот, оставьте с этим покое, вот это пригородный район, мы вам построим столицу. И Магаз это новая столица. У них же Назран там они находились. Вот. И что он попросил? Дом культуры отремонтировать. И что он доложил? Ничего. Непонятно. Вот таких руководителей, за что вообще ингушскому народу такое наказание? Вот я посмотрел у этого человека, да, ни связи с экономикой, ни с традициями этого народа, ни с каким наличием безработицы. Самая большая безработица вообще в России у ингушей. Никакой работы нет. Недавно там построили обувной цех. Обувной цех. Здесь в акции никого не спрашивают. Даже вопреки всем натискам, проверкам, всем мешающим органам, таким барьерам строят лакские обувь, строят лакскую фабрику и продают обувь. И никто об этом не кричит. Вот. Масштаб мышления у этой республики мизерный. Это он хуже даже, чем вот глава района выступил. Глава маленького района. Наша глава вообще, да, ну если глав наших рассчитывать как наибов, представителей федеральной республиканской власти в районах, и то они больше, наверное, объем предложили бы каких-нибудь проектов, ничего не предложил. Пагири Ингуши, далеко, долго вам не быть. Вот, но факт оказался так. Факт в том, что у них даже и желания даже нету развиваться.